начинаем традиционный отчетный концерт преподавателей, выпускников разных лет и нынешних юных талантов, обучающихся гимназии искусств при главе Республики Коми. Название сегодняшнего концерта «Не крутите пестрый глобус», для многих необычное. А для тех, кто посвятил себя служению учительству, педагогике и воспитанию людей завтрашней и сегодняшней России, это как комплимент, как признание их творческой профессии, которая приносит радость, которая очищает души и вдохновляет на чистые помыслы. Чтобы стало в этом мире завтра лучше, чем вчера, есть на свете командиры и волшебники добра. Мы счастья всем добудем, волшебники удачи, дарите радость людям. Дарите радость людям, чтоб стать самим богаче. Дарите радость людям, дышите полной грудью, пускай никто не плачет. Чтоб стать самим богаче, дарите радость людям. Привыкли люди к тому, что видят каждый день. Привыкли к радуге и облакам, к морям безбрежным, рекам и лугам. Не видя чуда в том, что сердце бьется, что могут радоваться, петь, дышать, и не желают знать, что им дается жизнь на земле, чтобы Творца познать. Как должное свой принимают разум, возможность размышлять и понимать, и превратить слова и мысли в фразу, свое дитя любить и обнимать.
Тепло огня, где бы согреться можно, в тени дерев прохладу в летний зной. Да перечислить просто невозможно, что мы имеем в жизни сей земной. А ведь все это было создано однажды Творцом великим мудрым для того, чтоб человек сумел увидеть каждый любовь и милость Бога своего. В апреле весь музыкальный мир отмечает главное событие этого года – 150-летний юбилей великого русского композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова. Его творчество навсегда останется образцом высокого искусства, которое раскрывает многогранный мир человеческой души. Музыка Рахманинова переносит нас в другое измерение, раскрывает неведомые миры, погружая в неповторимую атмосферу чистой искренности и гармонии.
Недолог, не вечна жизнь, недолог срок людской. Уходят ветераны на покой. Мы благодарны им за честный труд. Их знания и опыт не умрут. Преградам и невзгодам вопреки за старшими идут ученики. Идут года, вращается земля, растят учеников учителя. Их мудрый взгляд и добрая рука, учебник главный для ученика. Бессмертное дело, непрерывная нить, придут старейших юные сменить и примут на оставленном посту учителей надежду и мечту. И потому так заповедь крепка: учитель, воспитай ученика.
цветном, пусть в черно-белом, пусть ты открыт ветрам и зрелом, сними замок. Сорви печать, не запрещай себе творить. Пусть иногда выходит криво, твои нелепые мотивы никто не в силах повторить. Не запрещай себе летать, не вспоминай, что ты не птица. Ты не из тех, кому разбиться гораздо легче, чем восстать. И не стесняйся побеждать, твоих врагов судьба излечит. И, может быть, другие встречи еще вас будут ожидать.
ветер и слиться с небесной заоблачной высью, оставшись не более чем силуэтом. Когда все непросто, когда все приелось, а может быть скучно, обыденно, пресно, я знаю секрет избежать эту серость. Глаза закрываю, и я в поднебесье.
чем те, что уже прозвучали. У этого номера есть некоторая особенность. Какая? Основная партия в нем отведена треугольнику. Да-да-да, треугольнику. Музыкальному инструменту, которого в оркестре почти не видно. Послушаем? Да, было бы круто.
наши выпускники по окончании профессиональных учебных заведений возвращаются в свой родной край и тоже становятся педагогами и наставниками. Сейчас я приглашаю на сцену очень интересных людей. Они выпускники театрального отделения разных лет. И сегодня они ведущие артисты академического Савинского театра, лауреаты премии правительства Республики Коми в области театральной деятельности. И это Мария Шучавина, Алена Доронина и Иван Николайченко. Ну, никого не понял, да? Понимаем? Поправляем. Что у нас на повестке дня? Так, Ну, что у нас на повестке дня? мы с вами насчет соцсоревнований договаривались? Договорились, было дело. Ну, Было дело. сколько рассчитываете взять? Товарищи, я предлагаю 120 пудов дать на круг. Правильно? Хорошо. Я обещаю столько же дать и еще добавить 5 пудиков. Молодец. Большие планы у нас, товарищи. Так, однако же, что дальше? Что? Что такое, Ваня? Говори. Отчетный концерт гимназии искусств. Ну что, девчата, мы же с вами, как выпускники гимназии, должны, я бы даже сказал, обязаны быть, Правильно. сказать несколько теплых слов. Да. Не должны оставаться в стороне. Правильно, Алена. Какие будут идеи? Так, товарищи, Да-да-да. я вот так предлагаю вынести от всего нашего небольшого коллектива благодарность. Так, похлопать в ладоши. Обязательно. Аплодисменты. И спеть что-нибудь веселенькое. Ну, главное, быстро и от души. Правильно. Ну что такое ученик без наставника, а? Ну это же как машина без горючего. Это как электронный дневник без интернета. Да. Или как бригада без бригадира. Тоже. Тоже ничего. Маша? Правильно, да? Да. Молодец. Ну, Что, мы готовы? готовы? Алена? Готовы. Мишенька, давай нашу любимую. Давай. Напомнится девчонка, а может быть мальчишка, а может быть все вместе. Однажды повезло, приехали в гимназию, мы получать тут знания, и в этом дружном мире нас взяли под крыло. Гимназия любимая, для нас неповторимая, уютная, родимая, для всех гостеприимная. Тырдари-дари-дам, 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 тырдари-дам, тырдари-дари-дам, 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 тырдари-дам. Спасибо вам большое за время золотое, за творчество уроки и воспитание нас, за вкусные обеды, душевные беседы, за знания, заботу, что вы вложили в нас. С нас забыть о вас нельзя. Спасибо вам, учителя, всегда вы направляли нас, и этим мы горды сейчас. Дорогие друзья, очень хочется сказать огромное спасибо, благодарность нашим педагогам-воспитателям за вашу заботу, за ваш трепет, за вашу теплоту, за вашу частичку души и сердца. Низкий поклон и благодарность. Дорогие наши педагоги общеобразовательных дисциплин, просто невозможно передать словами наше восхищение вашим опытом, вашим талантом, вашим профессионализмом. Вы даете выпускникам мощный фундамент для того, чтобы мощно стартануть потом уже да, в любой сфере жизни. Вот я, например, в 11 классе у меня была дилемма стать артистом
Или все-таки пойти в айтишники, быть программистом. Но все-таки Мельпомена мне подмигнула, и вот я оказался в театре. Но суть не в этом. Каждый выпускник стоит перед распутьем. И вы помогаете ему, не то что помогаете, вы раскрываете ему этот спектр дорог, по которым он может пойти. Это полностью ваша заслуга, и за это вам огромное спасибо. Спасибо вам за понимание, с которым вы относитесь к преподаванию гимназистам. Спасибо вам за труд и За низкий терпение. поклон. За Да. что? За терпение. За терпение, Конечно. само собой. Спасибо. Творческие люди. Также мы очень хотим поблагодарить наших наставников, учителей театрального отделения гимназии. Спасибо вам огромное за ваш труд, за ваш вклад в наше профессиональное будущее, за вашу мудрость, наставничество, за вашу огромную любовь и уважение к нам. Спасибо вам огромное. Сейчас, извините, я побегу. Дорогие друзья, очень рад был всех увидеть. У меня послезавтра спектакль, режиссер звонит, ждет на прогон. Все, я побежал. Подождите, я же принес пригласительный. Виктор Михайлович напал. Едь в зале. Виктор Михайлович. Вот, Виктор Михайлович. Пригласительный на премьерный спектакль. Как раз аншлаг, я не успел купить билет. Спасибо, Ира. Виктор Михайлович, не уходите. Уходите, пожалуйста. Алена, останьтесь, Виктор Михайлович. Очень вас прошу. А ты помнишь, когда мы учились на театральном отделении, длинные осенние, зимние, весенние вечера, Виктор Михайлович нас всегда поил чаем и угощал сгущенным молоком. Виктор Михайлович, сегодня ответный сладкий подарок. Сейчас принесу. Ой! Иван! Виктор Михайлович, вам вам сладкий презент, чтобы вы скоротали сегодняшний вечерок после отчетного концерта. Ваш дахманский вечерок. Спасибо вам. Презент для выпускников, пенсионеров годового. Спасибо. На всех спектаклях. Спасибо. Танец есть чувств и эмоций палитра. Показать можно все, что на сердце сокрыто. Танец есть тело, особый язык. Расскажет о том, к чему каждый привык. О танце можно рассуждать бесконечно. Но танец есть жизнь. И так будет вечно.
призер первых арктических дельфийских игр, инструментальное трио аккордеонистов «Гармония».
отчетного концерта. Прежде чем объявить антракт, убедительно просим вас Не забудь включить мобильные телефоны и сделать фотокадры. Ну или, например, онлайн-репортаж для своих друзей в фойе нашего концертного зала, потому что там развернута выставка преподавателей и обучающихся художественного отделения. А после 15-минутного перерыва мы снова ждем вас всех на нашем уютном зале, на нашем концерте. приятных вам встреч и впечатлений. Ачишлытач!
украшена орнаментом из рек. Средь дола, как чертог из малахита, стоишь, несокрушимая вовек. А над тобой, родимая Россия, сияние славы, тысячи побед. И как лугов твоих капли росы я храню в себе и мощь твою, и свет. «Вейся, капустка» в обработке Шалаева исполняют лауреат межрегиональных конкурсов, победитель малых дельфийских игр, дипломант первых арктических дельфийских игр Илья Пасканов и его педагог-наставник, заслуженный работник Республики Бурятия Владислав Константинович Малых.
Стихотворение выпускницы нашей гимназии Алены Ельцовой «Атти Велодыч» читает Дарина Сянгина, педагог-наставник Наталья Петровна Михеева. Ставшись, мої велоди над мене, учить Атті, тиян вмішула, а скивдоран тиян пестом муслом, щелом шерм, в очі віджанула, тиян ав'я лунищ, вещка двунищ, шань лунищ, терпеньющ, бурщамыщ, велодышлан учить щекот учищ, муч копр, тиян чик ставыщ. Геннадий Юшков, Чужан-Щит. Читает лауреат международного конкурса Матвей Сенькин, педагог-наставник Виктор Михайлович Напалков. Чужанine менам ежва досеши. Чужанine, ты над маленькой же сил. Мен, китишен ылыныны, чужанин, шуатыны, кылан, гажей бырысын. Чуштын быттын мене, зарниками мол. Чужанine, тен лёгкую не мокшу. Чужанine менам ежва досеши. Чужанine, ты ставлен оти, джик.
учился он наукам, не нажил себе ума. Но зато поймал он щуку, что все делает сама. Захотел, и ведра к речке дружно по воду пошли. Ездит, не вставая с печки, лишь бы были в ней угли. Согласитесь, в самом деле сказочно везет Емеле. Пусть я лодырь и чудак, только вовсе не дурак. Щуку я в реке поймал, печь как лошадь оседлал, в дочку царскую влюбился, а потом на ней женился. Славный парень в самом деле, а зовут меня Емеля. Ой, как была у царя, у гороха, не поймешь, где хорошо, а где плохо. Уж как доченька была, не смеяна, слезы горькие лила, что из крана, все ревела целый день, как белуга, галки тухли на лету с перепуга. Бедный старый царь Горох слушал нагло, кричит: дайте мне Емелю, жду которую неделю, с несмеяною беда. От царевны что беды, что урона, протекает потолок возле трона. У трапезной тоже вид за трапезной, хоть черпай, хоть не черпай, бесполезно. День и ночь летит горох на дорогу, мужика Емелю ждут на подмогу. А на русской на печи жаром пишут кирпичи, в Горохову столицу на печи Емеля мчится, на печи Емеля мчится. Балалаечка звенит. Знамо дело без чудес, нет и сказки, из окна царева дочь пялит глазки. Все то годы в заперти пребывала, балалайки отродясь не видала. А уж как она поет, любомила, тут царевна и реветь позабыла. Ой, Емеля молодец, распотешен весь дворец. Где тут быть, а где тут не быть? Я не знаю, я там не был. Я не знаю, я там не был. Хочешь верь, а хочешь нет. Да! Бывают песни, не поются ни наяву и ни во сне. Отец хотел с войны вернуться, да задержался на войне. Прошло и 20 лет, и больше. Устав над памятью грустить, однажды сын приехал в Польшу отца родного навестить. Он отыскал его, а дальше склонил он голову свою. Уже он был чуть-чуть постарше отца, убитого в бою. А на могиле лежали белые цветы. Они сейчас похожи были на госпитальные бинты. И тяжело плескались влаги, был дождь крутым и навесным. И к сыну подошли поляки и помолчали вместе с ним. Потом один сказал: простите, солдата помнит шар земной,
Но вы, должно быть, захотите, чтобы он лежал в земле родной? Шуршал листвой мокрый ветер, дрожали капли на стекле, и сын вполголоса ответил: отец и так в родной земле. Каждую весну 9 мая мы вспоминаем наших героев в День Великой Победы. Наша страна очень дорогой ценой отвоевала свободу родной земли. И сегодня, в это непростое время, наши ребята снова на передовой. Души героев бессмертны. Мужество русских воинов в наших сердцах. И сегодня наш долг – это сохранить в поколениях память о героях, павших смертью храбрых, защищавших свою родину, свое Отечество.
спасая, мир защищая, шел вперед солдат. Мы врагов истребляли века. Все империи пали от русских. Может быть, это потому, что сам Бог, видно, с нами. И он думает тоже по-русски. Разгромили мы наглых французов, что дошли до Москвы и вдруг сдулись. Победитель народ и Кутузов. Просто русские там не прогнулись. А потом победили немцев, покоривших почти что полмира. Беспощадны мы для иноземцев. Нет, для нас ни преград, ни кумиров. Наши воины будто из стали, и закалку прошли в страшных битвах. Мы от страха при слове лишь стали, преклоняем колени в молитвах. Мы как боги, властители ада. Не страшна нам полярная стужа, не боимся дождя, бури, града. Наводя на врагов страх и ужас. Доблесть воинов наших бессмертна и доказана жизнь делами. А земля страны нашей безмерна. Освоение длилось веками. А еще сила русских наука. Первым в космосе стал наш Гагарин. Полетел к звездам он без испуга. Этот русский улыбчивый парень. Кто считает, нет круче спартанцев, значит, русских он точно не видел. Не понять русский дух иностранцев. Пусть попробуют русских обидеть. Нам по силам снести страны, горы, ведь на службе у нас даже атом. Кто сильнее? Глупейшие споры. Нас сейчас боятся даже в НАТО. А поэтому лучше бегите, если встретитесь нам на дороге. И хотя бы, вы нам не грубите. Ведь деремся мы, словно боги. Хорошо, что мы чуть ленивы и даем шанс пожить миру дольше. Неулыбчивы и молчаливы. Никогда не дразните нас больше. Мы врагов истребляли веками. Все империи пали от русских. Может быть, это потому, что сам Бог, видно, с нами, и он думает тоже по-русски. Мы живем ради будущего. И самое ценное в нем – наши дети, их счастье, их радости, их рост. Ой, Матвей, а что ты любишь делать вечером после того, как придешь из гимназии и уже сделаешь все абсолютно уроки? Конечно, смотреть мультики. Мультики? А какие ты любишь мультики? Которые снимают у нас в гимназии искусств. Не может быть, Матвей. У нас в гимназии искусств не снимают мультики. Снимают. Смотрите на экран. Давайте посмотрим. Давно
давно это было. Никто уже и не вспомнит. Раньше женщины и мужчины жили порознь, каждый в своем мире. Но однажды на севере, где пасутся олени, произошла такая история. Жила там женщина Аня, и решила она поймать оленя, чтобы мясо в доме было, так кожи для одежды. Сколько бы ни пыталась Аня, убегал от нее прыткий зверь все дальше и дальше. Пригорюнилась она, да голову повесила. Недалеко в своих угодьях жил мужчина Ань. Захотел он себе приготовить оленину. Но как ни старался, ничего у него не получалось. То мясо пересолит, то подгорит, то воды слишком много добавит. Вышел он расстроенный из дома. Посмотрел он вверх и увидел грустную Аню. Она посмотрела в ответ. Их миры были очень близко. Поделились они своим горем и поняли они, что один умеет делать то, что у второго не получается. Решили они вместе жить и хозяйство вести. Ай охотой промышляет, приносит домой мясо да рыбу. Ань хозяйство ведет, за домом присматривает, детей растит. И нашли они друг в друге отдушину. Любовь и согласие скрепили их души, и обрели они счастье, и не знали они бед. Снежное таежное селение, сумеречный час не огонька. Звонкие пахучие поленья обнимает детская рука. Пусть невелика еще охапка, как серьезен он и деловит. Ёрзает золотая шапка, на затылок съехать норовит. Валенки, лохматые от снега, обметают голиком седых. Вскоре до разбуженного неба робко протянулся первый дым. А за ним другой, по краю, алый, третий белой пенкой на усах. Сонное селение вставало и еще с просонок проверяло. Все ли там в порядке на небесах? Земля моя, ты дань брала, не хлеб, чехоткой и могилами брала, и низким было траурное небо, и редкими твои колокола. Но милосердна ты была, как мать, и в час крутой, и в самый трудный час. Натягивая траурное платье любовью к жизни, ты кормила нас. Ты белой ночью врачевала раны, и песни парня клала в колыбель. Не страшно мне остаться безымянной, такой ты стала сильная теперь. Ты дань берешь зелеными лесами, пушистым зверем, тундрой и рудой. А ты глядишь веселыми глазами и остаешься вечно молодой. Но милосердно ты опять как мать. Лишь клад откроешь, тут же новый ждет. Как сделать нам, чтобы ты была бессмертна, не задохнуться от твоих штров? Мы живем на земле, в нашем городе светлом, на слияние двух рек, там, где берег крутой. Наши песни звенят и зимой, и летом, наполняя сердца северян теплотой. Мы живем на земле при полярной России. Здесь построили мы город свой над тайгой. Прикипела душа в белоснежной стихии, покорила этот край нас земной красотой. Мы живем на земле, где морозы под 40, где цветущей весной не поют соловьи. Все равно этот край сердцу нашему дорог. В каждый праздник ему признаемся в любви. Мы живем на земле у предгорья Урала, там, где Ижма-река бьется в берег волной. Мы об этой земле спели песен немало, прославляя века, коми край наш родной.
Слово об учителе. Читает Милена Шуктомова. Педагог-наставник Наталья Петровна Михеева. Я поэтов видела в бронзе и в граните, и царей встречала на медных скакунах. Имена великих в позолоте литер ярко полыхают в солнечных лучах. Я за справедливость. Надо бы поставить где-нибудь на улочке скромный пьедестал. Памятник учителю, а на нем бы надпись: без него бы Пушкин Пушкиным не стал. Без него Патросов не пошел под пули, не закрыл бы сердцем амбразуры зев. Без него бы люди в космос не шагнули, и недобрый был бы неразумный сев. Жизнь не оборвется, если есть учитель, строгий и не очень, старый, молодой. Если он приходит в школьную обитель, то не остановится шарик наш земной. Коль порой ночной он сидит усталый, с кипой тетрадок будущих толстых, значит, вновь поставят где-то пьедесталы с именами новыми в строках золотых. Значит, вновь Чайковский где-то народится и волшебной музыкой души восхитит. Значит, вновь России будет кем гордиться. Значит, вновь учитель землю посетит. Помните учителя, много ему надали: весточку, улыбку, передать привет. Годы ему волосы серебром нападали, но в душе учителя не погаснет свет. Будет он по-прежнему звездочкой для юности. Не устанет сердце в унисон стучать с детскими сердечками. Огонечки мудрости он в смышленых глазках будет зажигать. Помните учителя где-нибудь под звездами, звездолет уверенно направляя ввысь. Помните учителя и навек запомните те слова заветные: ты учись, учись. Какое прекрасное имя — Россия! Мы с именем этим добрей и сильней. В нем ветер надежды и дни фронтовые, и шорох берез, и печаль журавлей. Проходят года над моею страною, проходят года над великой судьбой. И если мы в жизни чего-нибудь стоим, то лишь потому, что мы сердцем с тобой.
рассвет и вдох, умение прощать и навыки прощаться. Венец любых дорог, зерно любых эпох. Все будет хорошо, иначе быть не может. Обратные слова — намеренная ложь. Ты молод, ты красив, успешен и надежен. Богат уже лишь тем, что дышишь и живешь. Проблемы? Бог с тобой. Смотри на вещи проще. Жить не спеши сейчас, всему во всем есть срок. Лови любой момент на вкус, на слух, на ощупь. Ведь счастье — это миг, а вовсе не итог. Все будет хорошо. У всех, кто в это верит, у всех, кто строит сам и лучших дней не ждет. Еще один рывок, ступенька, ключик, двери, шажок, рассвет, мечта. И вот полет! Отчетный концерт был подготовлен обучающимися и их педагогами-наставниками. Приглашаем все коллективы, солистов-исполнителей и, главное, их педагогов-наставников и концертмейстеров. Вот они, герои сегодняшнего творческого вечера. Государственного профессионального образовательного учреждения «Гимназия искусств» при главе Республики Коми Валентину Михайловну Ревунец. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер,
любимая, обожаемая мной гимназия, я от всей души благодарю вас за тот огромный труд, который вы проделали, готовясь к отчетному концерту. Ведь вы демонстрируете свои таланты, свои умения, свои навыки. И, конечно же, это не могло произойти, если бы мы каждый по отдельности существовали. Мы дружим, мы любим друг друга. И этот тандем учитель-ученик – это то, что сегодня явило миру новый шедевр. Я так думаю, что вы согласитесь со мной, что это шедевр. Спасибо еще раз, если вам поклон. А я хочу пригласить на сцену для приветствия заместителя председателя правительства Республики Коми Ларису Юрьевну Карачеву и исполняющую обязанности министра образования и науки Наталью Владимировну Якимову. Уважаемые педагоги, любимые наши гимназисты, дорогие гости, от имени главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба приветствую вас на этом замечательном событии. Сегодня в гимназии искусств при главе Республики Коми большой отчетный концерт. Это результат годовой работы всех педагогов, учащихся. И сегодня это замечательный праздник, который нам с вами подарили эти дети. Спасибо огромное за это всем. Очень важно, что этот концерт посвящен году педагога и наставника. Необходимо отдать дань всему коллективу гимназии, всем тем, кто с такой любовью и трепетом подготовил это грандиозное мероприятие. Ну и, конечно, от нас с вами громкие аплодисменты всем. Ведь это они двигались к этому дню с сентября прошлого года, оттачивая свое мастерство, неустанно тренируясь. И вот сегодня итог этой огромной работы. Мы видим, какая огромная проведена работа. Большой отчетный концерт – это традиционное мероприятие. И возраст у него такой же, как и у гимназии искусств. У этой уникальной образовательной организации. Почему я говорю уникальный? Потому что другой такой нет в Республике Коми. Ну, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что другой такой нет вообще во всем Северо-Западном федеральном округе. И благодаря этой традиции мы с вами, зрители, имеем возможность каждый год наслаждаться этим мастерством и талантом. Еще раз огромное спасибо всем за подаренные, незабываемые, прекрасные мгновения, наполненные любовью к искусству и к творчеству. Всем крепкого здоровья и новых свершений. Я тоже волнуюсь, вы знаете, вот такое действие не могло произойти без мастера, режиссера. И Виктора Михайловича Набалкова я приглашаю на сцену. Он объединил нас всех. Мастер сцены. Спасибо всем зрителям, всем участникам. Действительно, концерт посвящен году педагога и наставника. И мне тоже повезло поступить сюда, работать по приглашению от человека, который стал для меня наставником на всю оставшуюся жизнь. Вы все прекрасно знаете
этого человека, потому что благодаря ей наша гимназия сделала мощный рывок в области образования, культуры и искусства. Мария Славовна, спасибо вам. Мой наставник и учитель. Это вам. Дорогие друзья, кажется, что у всего наступает предел, и есть какая-то конечная точка. Но нет предела таланту, трудолюбию наших детей, бесконечному терпению, упорству и тоже профессиональному таланту наших педагогов. Вы знаете, действительно гимназия уникальное учреждение, но любое учреждение уникальным делают люди. Но первые и самые главные, кто начинает творить творчество, искусство, талант, это вы, уважаемые родители, и те семьи, в которых делаются первые шаги. Вы первые наблюдаете, вы первые замечаете, что да, мой ребенок талантливый. Вы создаете условия и приводите в нашу гимназию. А учиться в нашей гимназии сложнее всех школ нашей республики. Вы, как никто другой, знаете, сколько дети трудятся, изучая общеобразовательные предметы, получая дополнительное предпрофессиональное обучение, создавая вот такие шедевры, с которыми они выходят на сцену. И каждый год, приходя на такие концерты, на отчетные, я много лет подряд уже хожу на эти концерты, на другие спектакли, на творческие номера, творческие вечера, мне иногда кажется, ну что лучше уже быть не может. Может, потому что подрастают новые дети. Педагоги вновь вдохновляются, у них вновь открывается еще одно дыхание, и мы снова взращиваем поколение. На самом деле, все, что происходит в стенах нашей гимназии искусств, сейчас особенно ценно, потому что мы вместе в наших детях формируем и продолжаем культурный код и исторический код нашей страны. Это очень важно, потому что именно эти дети будут нести дальше в общество, народ, нашу историю и нашу культуру. Это самое ценное, что сегодня есть в гимназии. Дорогие наши дети, вы самые лучшие, вы самые красивые, вы самые способные, вы самые любимые. И когда вам кажется, что у вас что-то не получается, вам всего лишь кажется. Надо приложить немножко еще упорства, терпения, и все у вас впереди. Конечно, дорогие дети, всегда помните, что в одиночку мы ничего сделать не можем. Только рядом с педагогом и рядом с родителями. Я благодарю всех за то, что у нас получается. И, пользуясь случаем, уважаемые коллеги, действительно, я сейчас обращаюсь к коллегам, потому что у нас в России, в нашей республике продолжается год педагога и наставника. Поверьте, наши педагоги еще талантливее, чем наши дети. И мне хочется воспользоваться и случаем, и ситуацией, и этой сценой, и пригласить сюда очень перспективного, очень талантливого и очень многообещающего в части профессии педагога, учителя истории и обществознания нашей гимназии искусств, который на днях стал победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Я приглашаю на эту сцену Воробьева Дмитрия Алексеевича. Делают первые шаги, и у них все получается. А получается, потому что есть такие прекрасные дети, которые их поддерживают, и такие наставники, которые есть в этой гимназии. Уважаемый Дмитрий Алексеевич, я хочу вам высказать слова благодарности от всего профессионального сообщества нашей республики. И, наверное, впервые за последнюю историю почетную грамоту Министерства образования и науки Республики Коми получает специалист с
таким небольшим стажем, но с такими большими достижениями. Я вас поздравляю. Большое спасибо, но, пользуясь случаем, конечно, этот результат невозможен был без большой педагогической команды гимназии искусств, за что им низкий поклон и большое спасибо в лице директора Валентины Михайловны Ревунец. Ну и, конечно, работать в гимназии с такими талантливыми детьми – это большая ответственность и честь служить гимназии искусств при главе Республики Коми. Спасибо. Спасибо тебе, наш добрый учитель, за теплый день, за солнце, за капели, за звездопад, за ветреный порыв, за то, что есть у нас пути и цели. Спасибо за бездонные глаза, в которых видимы и чувства, и надежность, за то, что есть всегда о чем сказать, за шансы, достижимость и возможность. За двери в жизнь, за силу и азарт, за множество душевных эволюций, за первый день весны, за яркий май и просто за возможность улыбнуться. Спасибо, мир, что радости нашел и дал нам к ним все ключики и части. Весна пришла, все будет хорошо. Спасибо, мир, за то, что верим в счастье. Вот и подошел к концу наш традиционный отчетный концерт преподавателей, выпускников разных лет и нынешних юных талантов, обучающихся в гимназии искусств при главе Республики Коми. Благодарим еще раз всех участников концерта, педагогов и рабочую группу, которая готовила это выступление. И, конечно же, вас всех, наши уважаемые зрители.